Город двух башен. Знакомство с Минском начинается с вокзала. Величественные ворота встречают гостей и жителей столицы. Огромные, пышные, в стиле сталинского ампира, они напоминают настоящий замок. И на самом деле неспроста. Дело в том, что при первых раскопках Минского замчища ученые выдвинули версию, что въезд в город был оформлен именно двумя башнями. Спустя время археологи установили, что въезд был через одну двухэтажную башню. Но послевоенный план восстановления столицы был намного раньше. Уже в 1946 году начинается строительство монументальных ворот. Послевоенный план аднаўлення Мінска был не просто планом аднаўлення Мінска как столицы Беларуси. Это был план по аднаўлению Минска как ворота ў весь Советский Союз. Потому что вы ведаете, что Минск стоит на сусветной шашы, это Берлин, Нижний Новгород, и, отповедно, тут идет чыгуначное полотно. Самая его частая назва – это Варшава-Москва. И когда человек, тут робил некую пересадку, выходил у Минску с чыгуначного вокзала, с будинку, из дверей, то первое, что его повинны были встретить, это были ворота у город. Ворота на вокзале украсили 4 классическими скульптурами – крестьянка и рабочий, красноармеец и партизан. Правую башню венчает герб БССР, отголосок того времени. Самые большие на территории Беларуси трофейные часы. Их привезли из Германии. Точное время они показывают уже около 150 лет. Успокаивающая панорама Свислочи, брусчатые тротуары, уютные кафе и сувенирные лавки. Квартал разноцветных миниатюрных домиков. В Троицком предместье можно почувствовать ритм жизни Минска 19-го, начала 20 веков. Свое название оно получило от Троицкой горы, которая тянулась раньше до района современного оперного театра и Суворовского училища. В XIV-XV веках это место было административно-торговым центром. И хотя исторический комплекс полностью реконструирован, немало известных домов здесь все же сохранилось. К примеру, коммунальная набережная 6, дом Викторчика. С 1890 по 1891 годы здесь ютила семья Луцевичей, классика белорусской литературы Янки Купалы. Сохранить оригинальное Троицкое предместье помешала послевоенная политика восстановления города, но было решено не возрождать средневековую архитектуру, а заново строить новую столицу. Працавали самые лепшие наши майстры, наши архитекторы, реставраторы. И там на основе вспоминов людей, на основе старых домов, здесь узнавляется, здесь добудовывается, здесь просто покрывается свежей тынковочкой. Ствараецца маленечкі закрыты комплекс не таким, как выглядал Минск у 19 стагоддзя, а так, как он мог бы выглядать. Потому что одни навукоўцы стверждают, что Минск 19 стагоддзя первый поверх каменный, другие поверх драўляны, что за все у нас крылі не дахоўкай зверху, а вот такой бляхой, что оно повинно трошечки блішчэць. Но тем не менш, зараз Троицкое предместье – это спроба нашей первой реставрации такой масштабной. И зараз непрофессионалу нават тяжко отрозниць, який будинок старый, який новый. Городской воздух делает человека свободным. Белоснежная ратуша – исторический символ воли и независимости народа. Памятник, который вернули в современность. Минск средневековый и раннего нового времени – это европейский город не только по своему географическому положению. Тогда у него было магдебургское право – право на самоуправление. Суть его была в том, что город находится не во власти магната или пана, а напрямую подчиняется великому князю и свою внутреннюю жизнь организует сам. Торговля, суд и даже оборона Минска – все было делом самих горожан. Только налоги платили в государственную казну. Интересно, что в переводе с магдебургского «Ратхаус» – «дом советов». Со временем в народе стали называть «ратуша». Жаль, символ свободы XVI века оказался не к месту во времена Российской империи. По особистому загаду Миколая I в 1852 году наша цудоўная ратуша была, на жаль, знесена. Официальная причина была, потому что она тут быццам бы заминая краявидам мясцовым, непрыгожая. Вот, ну як это можно быть непрыгожа? Ну, поглядите за мою спину. Але ж по факту, каб ратуша нават не нагадывала мінчанам, якія ўсё яшчэ памяталі, што калісьці было самакіраванне ў Расійскай імперыі, толькі ў пачатку 2000-х гадоў на месцы на гэтым па старых чарцяжах. На жаль, гэта цалкам муляж, цалкам на гэтым месцы не было ані нічога. Ну, але знешне на вельмі падобнае, і зараз она выкарыстоўваецца для урачыстых цырымоній, для ўзнагароджванняў.
На башне с флюгером высотой 32 метра установлены часы и герб города. Буквально в нескольких шагах от ратуши находится самая известная святыня города – православная жемчужина столицы – Свято-Духов кафедральный собор. Он построен в стиле виленского барокко. Святыню возводили как храм католического монастыря Бернардинок. В 1741 году его не пощадил пожар. Провели реконструкцию. А после восстания XIX века этот храм передают православным. Тут находится икона Маті Божої Мінської, яка по легенді приплила до нас з Києва, піднялася вверх по теченні, спочатку по Дніпру, по Березині, а потім уже і по нашій Свісличі, куди її укинули київляні, каб вирятувати від татарів. І ось так і на 3 століття піднімалася, з 13 століття, і у середині 16-го вона була тут. Так само тут знаходиться мощі святої Софьи Слуцкой, это православная святая, до якої так само можна прийти і поклонитися. І тут відбувається саме головна православна служба під час году, тому що у цій церкві служить наш зараз діючий екзарх. Памятник неороманского стиля, шедевр краснокирпичной архитектуры, самый известный католический храм Минска – Красный костел. Роскошные витражи, колонны, огромное окно-роза, асимметричные башни. Храм был построен в начале 20 века, почти весь на средства Эдварда Войниловича. Костел получил имена святых Симеона и Елены в память о рано умерших детях дворянина. Храм цалкам оригінальний. Оригінальний ён яшчэ тым, што ўся гэта цэгла, яна прывезена з Чэнстахова. Гэта польская мясціна, на тэрыторыі Польшчы знаходзіцца адна з самых паважаных іконаў Маці Божая Чэнстахоўская. Уявіце, якога кошту павінен быў аказацца гэты касцёл. Храм чудом сохранился в советские времена. Здесь после войны был музей кино и кинозал для членов партии. Когда привозили в Минск новые фильмы, премьерные показы без цензуры проходили именно в стенах Красного костела. Выжить святыне помогли и витражи. Калі зайшла праверка, так прыгожа сонейка заіграла ў гэтых вітражах, што храм было вырашана пакінуць са сваёй мастацкай каштоўнасці. Чым цікавы храм для вернікаў, тут знаходзіцца адна з 2 беларускіх копій турынскай плашчаніцы, якая ж того палатна, у якое было завернуто цела Ісуса Христа вось пятніцу па нядзелю ягонага дня ягонага воскресення. Петропавловская церковь – одно из самых старинных сохранившихся зданий столицы. В этом году храму 400 лет. Его возвели в 1614 году на добровольное пожертвование горожан Минского воеводства. В конце XVIII века, благодаря Екатерине II, храм реставрируют и освящают в честь великомученицы Екатерины. Удивительно, но церковь на протяжении 4 столетий всегда оставалась православной. Яна знаходзілася ў руках праваслаўных за выключэнне пасляваеннага часу, калі тут быў склад селядцоў. Потым была вельмі цяжкая рэстаўрацыя. На пачатку 90-х гадоў, вось яшчэ ў сярэдзіне 90-х тут ішлі работы. Але зараз гэта адзін з самых прыгожых, самых арыгінальных храмаў Мінску. Я думаю, хутка ён будзе таксама святкаваць свой 400-гадовы юбілей уже больш урачыста. Ну і ўсіх запрашаю наведаць гэты храм. Мало кто знает, что спрятано во дворике дома по проспекту Независимости 44. Костел Святого Роха, известный еще с 1864 года. Горожане прозвали его «настоящей невидимкой». Жемчужина неоготики. Костел на Золотой Горке осветили в честь Святой Троицы и Роха, французского святого защитника от чумы. После исторических маршрутов впечатляет Минск современный. Она входит в сотню удивительных достижений архитектуры наравне с творениями Антонио Гауди и занимает 24 место из 50 самых необычных сооружений мира. Визитная карточка Минска и всей Беларуси – Национальная библиотека. Этот бриллиант знаний высотой в 73 метра известен во всем мире. А эти достопримечательности могут удивить и самих минчан. Не забудьте показать гостям неформальную столицу. Морские скульптуры на улице Харьковской. Легендарный пруд Мухля славится не только тем, что получил название в честь владельца кожевенного завода в конце XIX века, но и удивительными композициями 1976 года. Архитекторы Гельфанд и Кустов таким необычным способом решили благоустроить территорию. В
В буквальном смысле поздороваться со своим счастьем можно в лимонарии ботанического сада. Священное растение рука Будды в виде символической кисти исполнит любое желание. Прогуляйтесь по Октябрьской. Промышленная застройка 19 века. Алая архитектура улицы не перестает вдохновлять режиссеров и творческую молодежь. В октябре уличные мастера подарили горожанам автограффити. От современных болидов до ретро-экипажей для настоящих стиляк. Художники изобразили авто из разных эпох. И обязательно загляните в волшебный Красный дворик по Революционной. Настоящий приют творчества. Здесь устраивают киносеансы и проводят фотосессии.